Чем ближе день голосования, тем больше поступает сообщений о том, что избиратели пытаются склонить проголосовать за того или иного кандидата. В Центре избиркоме уверяют, отправляясь на избирательные участки, для граждан нет никаких оснований опасаться того, что их выбор станет известным кому-либо, кроме них самих. Никто в кабинке для голосования к избирателю ни под каким предлогом не имеет права даже приближаться. Под кабинкой, над кабинкой, либо на стенках кабинок нет никаких видеокамер. Кроме этого, автоматическая урна для голосования, ящик для голосования, он будет стоять вблизи кабинки для голосования, и рядом с урной также никого не будет. Поэтому избиратель будет находиться в кабинке один, сам со своим выбором, и этот выбор он положит в урну. Больше никто не увидит это. Урна не считывает. Бюллетень опускается в урну титульным листом вниз, и на урне также нет никаких видеокамер, которые могли бы зафиксировать сделанный выбор. Приносить же что-либо с собой на избирательный участок кому бы то ни было категорически запрещается, даже шариковую ручку. От тех, кого запугивают, мы сейчас слышим разные разговоры. Говорят, например, что им дадут какую-то ручку со встроенной видеокамерой, и так они проследят, какому кандидату будет отдан голос. Это тоже невозможно. На всех участках по стране избиратели смогут поставить галочку только специальной ручкой. С собой приносить ничего нельзя. Автоматически считывающая урна признает действительным только тот бюллетень, на котором отметку поставили вот такой ручкой. Как говорят в ГРС, инновационные технологии на выборах в Кыргызстане применяются уже в 8-й раз. Биометрическая идентификация рассчитана на выполнение лишь 3 функций. Это регистрация избирателя, невозможность проголосовать более чем 1 раз и за кого-либо другого. Проследить, кто именно за кого проголосовал, эта техника не способна. Может быть, какие-то запугивания со стороны конкретных агитаторов, конкретных кандидатов, что с помощью биометрических оборудований можно узнать, кто за кого голосовал. Это абсолютное вранье, бред, чушь. Такого никогда не было и не будет. Мы смело можем заверить граждан, что никто не узнает, кто за кого голосует. Это невозможно узнать еще по одной простой причине. Бюллетень, который выдается избирателям, не содержит абсолютно никакой информации о них самих. В бюллетене содержится только информация о кандидате. Больше ничего там не содержится. То есть у нас сейчас 10 или 11 кандидатов, будут только их фамилии, и напротив них нужно поставить галочку. Все, больше никакой информации нет. И никак отследить это невозможно. Если пугают тем, что можно это как-то проделать, то это все недостоверная информация. Таким образом, узнать, как проголосовал тот или иной избиратель, нельзя ни в момент выборного процесса, ни после его окончания. Вместе с тем, за воспрепятствование конституционного избирательного права, согласно Уголовному кодексу, предусмотрен крупный денежный штраф либо лишение свободы до 5 лет. Болот Исаев, Асхат Ибраимов, НТС.